Всем доброе утро. Ну что, продолжаются у нас танцы с бубнами. У нас уже время 8 утра. Буду снимать топливную станцию в баке. Скорее всего, буду покупать насос. Была мысль просто поменять топливную станцию, но, насколько я знаю, обратный клапан стоит на самом насосе. И как одна из проблем у меня была долгая заводка после длительного простоя. Особенно ночью. Вот придешь сюда в гараж, сколько, плюс 5, плюс 7 сейчас. И она раза с 15, с 10-15 раза только заводится. Ну все, сейчас все подготавливаем. Вытаскиваю топливную станцию вместе с насосом. Как раз откроются магазины. Еду за этими запчастями и собираем. Так, ну для тех, кто не знает, у нас лючок находится вот под этим вот сиденьем, под правым. Мы его сейчас откидываем вперед. И там будет лючок двойной. Верхняя крышка и вторая крышка. И под вторым лючком уже сама будет топливная станция. Так, вот сейчас откручиваем этот лючок. Щеточку взять. Трещотка уже такая еле дышит. Так, один лючок открутили, тут еще один лючок, также его откручиваем. Так, ну это я так достану, и там ключик на 10. Ага. Крепко сидит, хотя я его уже открывал, не должен так на герметике. Че, прилип так. На герметике этот лючок. Так, а вот чтобы его вытащить, тут теперь надо мозговать. Просто так он не вылазит. Так. Он у меня уже чуть-чуть загнутый. Это для того, чтобы вытаскивать. Вот на таком он герметике. Вот, теперь самое интересное. Сейчас я вам покажу, что тут творится. Вот, видно, да? Сколько там грязи. Ну, это еще у меня более-менее говорят, что тут вообще прям бывает, что эти трубки все в грязи. Слой грязи. У меня еще более-менее. Я сильно по говну не лазил. Так, сейчас надо вот эти вот маленькие болтики открутить аккуратненько, чтобы их не сорвать. Вот они по кругу идут. Полностью. Ключик надо, по-моему, на 8 там. Да, сейчас немножко сначала почищу, потом буду откручивать, как раз ВДшкой, наверное, залью еще. Так, сейчас вот надо, вон тут вот шланг подачи, который с фишкой. Ну как, там зажимчик такой. С двух сторон его нажимаешь и шланг снимаешь. Вот его надо как-то снять, что-то не получается. Крепко сидит. Главное его не сломать. Вот его снимаем. Аккуратненько еще тут все это вычищаем между шлангами, там все и вокруг самой этой крышки. И будем вытаскивать.
Ладно, надо сейчас как-то снять аккуратно вот этот шланг. Ну все, вот так вот позалился водышкой. Пусть откисает. Я поехал в магазин. Сейчас куплю фильтр, насос. Будем менять. Так, ну все, съездил в магазин. На автобусе, конечно. Уже и покушать забежал домой, перекусил. Время уже почти обед. Так, купил фильтр. Фильтр Сумовский. Стоит 1000 рублей. Ну, я ставил такой же, только у нас в городе был он подешевле, чем в Якутске. Так. Фильтр есть. Ключик взял. Такой вот. На 8. Что-то он, по-моему, 250 рублей стоит. И вот такой вот насос. Насосов выборов практически не было. Взял то, что есть. По характеристикам качает 110 литров в час. Трешку давит. По идее должен запускать, потому что, насколько я знаю, ставят насосы от десятки, которые качают в 2 раза меньше, которые 60 литров в час качают. И даже на десяточном моторе, насосе запускаются двигателя, даже ездят. Единственное, что на десяточных моторах преемистость не та у двигателя. Посмотрим, как он будет на этом работать, на этом насосе. Но даже идет сеточка уже. 1500 рублей всего стоит. Не знаю, как он проработает, но буду заказывать более-менее нормальный. Я там присмотрел уже еще, не знаю, недели 2 назад. Я уже думал о замене насоса. Присмотрел на Экзисте мапка, который 3,8 бар дает давление. И производительность, что-то у него, по-моему, больше 130, не помню точно сколько. Или 160 даже. Брать не буду, надо смотреть. Так, ну, этот, сказали, подойдет. Он универсальный. Но я думаю, фишки даже, может быть, совпадут, посмотрим. Так, ну все. Сейчас откручиваем эти гаечки, крышку эту самого фильтра. Вытаскиваем эту станцию. И внедряем все вот это вот новенькое. Кстати, на удивление легко откручиваются вот эти вот, как их, вот эти вот гаечки. Ну, я перед тем, как идти в магазин, я смочил тут все обильненько ВДшкой. И очень-очень легко. Даже практически усилия не надо давать. Спокойно все откручивается. Так, сейчас будем доставать. Так, крышечка. И сама станция. Пусть стекет бензинчик. Так, аккуратненько. Опа. Вот такая вот топливная станция. Насос такой же почти. Ну, только тут стоит, конечно, фирменный. Еще родной. Так, кстати, в баке есть грязь, но я бы не сказал, что критично. Там чуть-чуть что-то вот, несколько соринок плавает. Ну, вроде и все. Скорее всего, даже вот это вот, может быть, упало, пока я доставал. Ну, хотя доставал аккуратненько. Вот. Ну, ладно. Пошли собирать станцию.
Тут у нас колечко стопорное. Так, колечко. Сам фильтр. Что-то я не помню, как я его разбирал. По-моему, я вот так его разбирал. Поддевал со всех сторон. Угу. Так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, так. Вышел. Все снимаем. Так, так. Так, от пыли почистили. Сейчас берем новый фильтр. Он у нас абсолютно такой же. Фирмы Масума. Да, один в один. Насос тоже прям почти копия. Почти копия. Универсальный насос какого-то китайского производителя. Fuel Pump Electric Alpha Parts. Альфи Парts, что ли, что-то такое. Такой вот насосик. Собираем. Это у нас подходит, нет? Да, фишка подходит. Фишка у нас подходит, значит, берем новый фильтр. Ставим сюда пластмасску. Вот эту резинку советую смазывать маслом. Если установить криво, будет слабенькое давление, будет плохо качать насос. Сейчас смажем немножко маслом. Так, аккуратненько вставляем его на место. Оп. Стоит. Сеточка-то нам это не подойдет. Нам надо вот эту сеточку оставлять. У нас же она вот так вот сверху крышечкой закрывается. Если мы поставим эту, соответственно, крышечка не закроется. Так, ну вот и все. Собрал станцию. Сейчас будем внедрять ее на свое место. В принципе, ничего сложного. Главное все ровненько поставить и не забыть ставить. Так, все аккуратненько надо сейчас туда ее внедрить. Там я почистил вот это вот резиновое колечко уплотнительное. Здесь с этой стороны вроде оно чистенькое, а там у меня чуть-чуть грязи было под ним.
почистил тряпочкой. Вроде все нормально. Так, запихиваем фильтром вниз вот так вот. Трубочки вот эти мешаются все. Обратка до подача. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы туда мусору не накидать. Все. На месте. Так, ставим крышечку. Тут на ней есть такая метка. Я так думаю, что эта метка, скорее всего, по направлению машины вперед показывает. Да. И вот эти 3 паза, они должны сюда совпасть. 1, 2, 3. Так, ставим. Все, села. Вот она все совпала. Да, получается, значит, эта метка, которую я показывал, она по направлению движения автомобиля. Все, затягиваем гайки, надеваем шланги, фишки и пробуем запускать двигатель. Ну все, вот я установил шланги, затянул эти гаечки. Самое муторное вот это было установить эти, затянуть все гаечки. Неудобно подлазить туда так. Я их предварительно в бензинчике промыл, чтобы они полегче крутились. Но все равно ключиком пришлось крутить, от руки не пошли. Так, установил шланги. Единственное, вот не знаю, с подачи что-то она должна, по идее, щелкнуть, но что-то она не щелкает. Ну, посмотрим, вроде так одел. Если что, это... Если побежит, придется еще раз. Хотя, блин, побежит, это подсос воздуха будет. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас попробуем дернуть машину, если что. Шланг этот посильнее попробую одеть. Ну, что-то и так со всей силы тянул его сюда. Думал, ну, по идее, до щелчка должно тянуться, а что-то это... Одеваться, что-то он не щелкает. Так, ну все. Сейчас хочу еще, наверное, сниму подачу под капотом и попробую прокачать. Просто насосом покрутим, посмотрим, как он заодно качает, и чтобы вся грязь, эта, которая в этих шлангах сейчас есть, сейчас шланги-то шевелил, по-любому там со стенок грязь поотлетала, чтобы она фильтра не позабивала. Сейчас бутылку попробую слить. Заодно посмотрим, насколько качает этот насос, лучше или хуже, чем тот. Вчера, кстати, за 10 секунд насос накачал где-то грамм 150 всего. Я так прикинул, это производительность всего 60 литров в час. Очень маленькая, поэтому пришлось менять насос. Ну, посмотрим сейчас, как качает вот этот вот непонятный китайский. Поставил бутылку через вот этот вот фильтр. Запустил бутылку. Палкой подпер, чтобы ничего это не падало. Все, сейчас пробуем крутить. Крутанем секунд 10, наверное. Сначала 3 секунды крутану. Посмотрим, пойдет ли бензин вообще. За 3 секунды он, наверное, не успеет до сюда докачать. А может и накачает. Сейчас заодно проверим.
Так, бензинчик уже появился. Сейчас глянем, сколько его там. Так, за 3 секунды чуть-чуть совсем. Сейчас крутанем 10 секунд. Сколько он качнул за 10 секунд. Блин, тоже мало. Что за фигня? Это очень мало. С производительностью 110 литров в час он должен качать больше. Как минимум 300 миллилитров за 10 секунд. То есть где-то вот так. Так, ну ладно. Запускаем. Заработало! Почему вчера не заводился? Качает этот насос примерно так же. Если единственное, что давление не создавалось. Так, сейчас пускай он поработает. Прогреем его хорошенько. Выйду на улицу, прокачусь туда-сюда. Заглушу и попробую запустить. Пускай сначала поработает. Ну, она уже прогрелась у меня. Уже рабочая температура. По-моему, стал более отзывчивый. На педаль газа отзывчивее стал. Сейчас немножко прокатимся, посмотрим. Включил полный привод. А то дорога скользкая, немножко снежок прошел. Ну, вроде хватает, нормально. Пока вот чуть-чуть поддал ему. Вот даже до 5-й передачи щелкнул. Хотя ехал всего 45. Но все равно вот поставил этот насос китайский или какой, не знаю, какого чей он производитель, какой страны. Все равно это не дело. Он хоть и работает, но буду ставить более какой-нибудь нормальный насос. Так, ну тут еще аккумулятор был снят же у меня. В принципе, я 10 минут на холостых стоял, он прогревался. Надо, чтобы дроссель же обучился. Он у меня в гараже, в принципе, стоял долго. Так, ну а теперь самое интересное, из-за чего мы, собственно, весь этот сыр-бор и затеяли. Ну, в первую очередь, конечно, ради профилактики, потому что машина очень туго запускалась по утрам. Я вот решил заменить сначала фильтра, думал, недостаточное давление создается.
Оказалось, все дело, скорее всего, в насосе. Запускаем двигатель, проверяем также мультиметром, сколько будет вольт у нас на датчике давления топлива, высокого давления. Посмотрим, какие станут показатели. Ну вот видно, да? 2,83. Ну, в принципе, давление топлива ТНВД такое же и осталось. Так, меняем воздушный фильтр. Тут есть такие защелки. Раз, два, три. Все. Больше нам ничего не надо. Эту сторону поднимаем и вытаскиваем его. Так, немножко, оп, короб. Фильтрующий элемент извлекаем. Ты что ты? Ого-го. Какой он забитый. Прям черный. А был вот такой вот беленький. Если сейчас, наверное, постучать об что-нибудь, я уверен, там килограмм пыли высыпется. Но он очень забитый. Чего там только нету. Сейчас берем новый, устанавливаем новый. Вот такой вот должен быть фильтр. Вот. Тоже, кстати, масумовский. Этот пока не ставлю, воздухозаборник, пускай берет воздух с-под капота. Потому что... Хотя, в принципе, уже на улице не так холодно. Ниже 30 уже практически не опускается. О. Все, дома. Все. Абсолютно то же самое. Ну и по итогу, что мы имеем? Давление, как и было, по вольтам 2,8 в среднем, 2,8, 2,7 на прогретом. Даже сейчас сильнее, мне кажется, проседает. Но это из-за того, что, видать, нагрет посильнее, машина нагрета посильнее. Потому что сейчас морда была закрыта, машина прям сильно нагрелась. Вот. Почему он у меня не запускался после замены фильтров? После замены вот этого дополнительного железного фильтра он у меня запустился, ну, еле как. А запустился он из-за того, наверное, что в ТНВД был бензин. Надо было мне еще раз потом проверить. Заглушить и заново запустить. Так вот, запустился из-за того, что был бензин. А когда заменил фильтр ТНВД, после замены фильтра ТНВД, бензина, соответственно, там не было. Насос, скорее всего, уже слабо качает, который вот в баке. Потому что по утрам он очень тяжело, долго продавливал систему. Мне приходилось по 10, по 15 даже раз бывало. 15 раз бывало, что нужно крутануть стартером. Это вот при плюс 2, плюс 5 в гараже. Вот он так долго у меня продавливал систему. Бывало даже в течение часа, если постоишь на горочке жопой к низу, мордой кверху, как бы бензин как будто уходил в бак.
и запускался с трудом. Если мордой вниз, то гораздо лучше запускался. Вот. Вот этот фильтр, который я заменил, железный, он никак почти не продувается. Вообще еле-еле. И я вот думаю, что скорее всего насос его кое-как продавливал, а чтобы запустить двигатель, он, видать, давление создавал, постепенно наталкивал, да, создавал давление, и потом запускался двигатель. Когда я заменил фильтраты НВД, соответственно, проходимость бензина стала лучше, и он просто не мог его напихать столько давления. Давление в системе упало, и он просто-напросто не мог столько дать бензина, чтобы запустился двигатель. Я думаю, что это связано с этим, что этот насос, скорее всего, уже вышел из строя, который стоял родной здесь. Тут стоял родной еще насос. Все. Вот. Так, ну все, на этом будем заканчивать видео. Для вас еще будет небольшая вставочка с завтрашнего утра, как он у меня запустится. Ну все, всем пока, я пошел умываться, мыться, отдыхать. Сегодня у нас воскресенье, второй день, кстати, 14 февраля. Всех влюбленных с праздником, с Днем Святого Валентина. Вот. Ну все, всем пока. Так, ну вот, время у нас 8:30, 20 минут 9. Ночь прошла. Сейчас будем запускать. Машину загнал вчера в 8 часов вечера, по-моему, где-то, ну, примерно плюс-минус. Вот она. 12 часов простояла. Золото. О, со второго раза. Обычно вот так вот надо раз 10 было качать. Сейчас со второго раза запустилась. Она, может быть, и с первого запустилась, я просто мало покрутил. Привык, что нужно 10-15 раз и так дергать. Ну, хорошо. Значит, дело было в насосе.